Не устраивайте трагедии. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как министр образования Таджикистана отреагировал на облавы магистрантов и студентов. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних и важных событий. Министр образования и науки Таджикистана Мухаммад Юсуф Имамзода посоветовал журналистам не трагедизировать относительно облав, устраиваемых на студентов и магистрантов таджикских вузов во время призывных кампаний. Служение Отечеству – это, по сути, наш гражданский долг. Уйти из университета на службу и после армии продолжить обучение – явление не новое. Так было и в советское время. Не устраивайте из этого трагедию, сказал министр на пресс-конференции в Душанбе. Он отметил, что молодой человек, независимо от того, является ли он студентом или магистрантом, должен служить и отдать свой долг Родине. А как вы относитесь к такой позиции? Согласны ли вы с ней? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В прошлом году, наверное, было 40-50%. В этом году 80% обращений граждан связаны с незаконным призывом. Если мы не будем служить, то никто другой не приедет из-за границы и не защитит нашу родину, заявил Имамзода. Министр также сообщил, что министерство в настоящее время работает с оборонным ведомством над вопросами призыва студентов и магистрантов в армию. Полгода назад на пресс-конференции 16 июля 2021 года Имамзода заявил, что и магистранты должны быть освобождены от службы. Степень магистра – это уровень образования, и как на других уровнях образования магистранты должны быть освобождены от службы. А теперь, видимо, ему объяснили, что он не прав. В Таджикистане в 2020 году были внесены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, которые предусматривают призыв в армию не только студентов, но и магистрантов и аспирантов. До принятия новой редакции закона они были освобождены от службы в армии. Во время осеннего призыва в СМИ и в социальных сетях было опубликовано много обращений и жалоб на то, что в армию призывают студентов, магистрантов и аспирантов. Новый закон предусматривает возможность официального освобождения молодых людей призывного возраста от военной службы за деньги. Теперь желающие смогут не служить в армии традиционные 2 года, а вместо того пройти военные сборы в течение 1 месяца, заплатив государству определенную сумму 26 880 самани. Наверное, с тем, что с каждым годом выполнение плана становится сложнее и сложнее, пока не проведем таких решительных реформ в армии, ситуация будет ухудшаться. А как вы относитесь к такому решению проблем? И как вы думаете, как дальше будет развиваться ситуация? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!